грациозность, пластика и дерзость. Одновременно три качества заключены в современных танцах. Гора новостей отправилась на фестиваль, чтобы познакомиться с ними поближе. Клуб «Факел» и «Юность» подросткового объединения «Диалог» сплотились и проводят мероприятия, посвященные интересной теме молодежи – кей-поп-культуры. Танцы из клипов или же придуманные самими ребятами. Одежда и обувь, как у кумиров. Цель – полностью передать энергию артистам. Как попасть на эту премию? Попасть на самом деле очень легко, нужно просто работать активно, показывать себя на публике, пытаться проходить на фестивале, пытаться как-то себя реализовать на YouTube-платформе, мы вас заметим и внесем в голосование. Наверное, многие в России и в других зарубежных странах состоят в фандомах, посвященных корейским айдолам. А тех, кто пока не совсем знаком с этой популярной темой, давайте познакомим. Возьмем, к примеру, один из самых популярных бойсбендов BTS. Или же взять, к примеру, Blackpink. Это как российские блестящие, но набирают они обороты среди всех вокруг. С какими номерами нужно выступать на этой премии? На этой премии участвуют команды, которые ставят танцы известных корейских артистов. У каких номеров больше шансов пройти? Это не зависит от того, какая это песня или группа, это зависит от качества исполнения, от костюма, от техники. Как ты думаешь, почему кей-поп-культура так популярна сейчас? Думаю, все пошло из-за BTS, потому что они стали известны на весь мир, и из-за этого начали узнавать другие группы, которых очень-очень много. Кстати, не стоит путать аниме-фандомы и вечеринки от кей-поп-фестивалей. Почему? Это мы сейчас узнаем. В чем разница между аниме-фестами и кей-поп-фестивалями? Кей-поп-фестивали в основном происходят с пением и кавер-дэнсом, а аниме-фестивали – это очень часто косплей, то есть люди переодеваются в персонажей аниме. Как мы уже поняли, корейские группы будут популярны еще очень долго. Фанаты косплеят любимых кумиров, делают каверы, кричат слова поддержки на концертах. Современные танцы – это свобода в движении, можно отступить от норм. Кстати, они отлично подходят для тех, кто не любит жить по правилам. Заняться ими может каждый, важно лишь желание. Лейла Хамидуллина, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.